Добрый день, уважаемые товарищи! Привет вам из города Гродно, Республика Беларусь. Купил я себе машинку на аукционе у предприятия Белдрев. Старушку за копейки. Volvo F12. Сейчас потяну ее к себе домой. Вот приехал я на тягаче, положил два железобетонных бруса. Вот рогаточка у меня есть, ей уже лет 15, у меня даже может больше. Вот такая лапонька. Сейчас мы с ней поедем ко мне домой. Трудно белорусскому бизнесу. Банкротятся предприятия, а вот сложено оборудование. Фирма никак не может запустить производство. Чего-то постоянно не хватает. То рабочих рук, то средств. Купил у них машинку, как залог банка. Выкупил. По смешной цене. 1890 белорусских рублей. Это $850. Остановился посмотреть. Мы движемся по дороге параллельно белорусско-литовской границе. Ровно 200 километров будем проезжать по этой дороге. Вот с правой стороны буквально несколько километров и граница Литвы. Вот мы и поехали дальше. Прогремел взрыв. Вырвало штуцер. И он залетел прямо вот сюда. Вот он где. Мог выбить лобовое. Наверное, сглазил нас тот человек, у которого мы забрали машину. Потому что вот сколько эти машины ходят на международные перевозки, никаких проблем с ними не бывает. Все нормально. На тебе на ходу еду взрыв. Выстрел. Сейчас заглушим две трубки. Заломаем. Отключим этот ресивер, он параллельный. Поедем дальше. Ну вот такая вот неприятность. Разбила решетку. И вот куда оно залетело. Вот того. Я так радовался, что целый расширительный бачок его пробило. Вот. Он, видно, не очень-то хорошего уже от много лет качества. Придется поменять. Вот такие дела. Хотя у меня запасной, наверное, будет дома. Такие вот дела. Сквозное попадание. Я. Травление устранено путем залома пластиковой трубки. Здесь таким же образом будем продолжать движение. Ресивер был параллельным. Устранили неисправность. Будем двигаться дальше. Вот у нас случилась поломка напротив кладбища самого известного, самого контрабандного райцентра Республики Беларусь. Это Радунь. Когда-то в начале 90-х радуньские товарищи скупали у Волковыски на мясокомбинате, не на мясокомбинате, на этом комплексе живых свиней и возили их в Вильнюс. Возили их даже колхозными тракторами, и частными машинами, и чем только не возили. А конкурентам сжигали машины
Я помню, как здесь сожгли литовцу ЗИЛ-4331 вместе со свиньми. Потом вот такие были разборки, убили 2 литовских следователей. И говорят, что их трупы, этих следователей, если это правда, нашли в Москве на свалке. Ну, по крайней мере, так все говорили. Ну и с этими товарищами, контрабандистами, я очень дружу. Я ремонтировал им автомобиль КАЗ-4540. У меня такой тоже был автомобиль. Вот они на нем возили свиней, а я им его обслуживал, ремонтировал. Они были его разбили, я им менял на нем кабину, менял на нем передний мост, там равнял его. И они мне дали за это очень большие деньги. Гораздо больше, чем я сегодня отдал за дубль. Сегодня, конечно, радует увяло. Здесь никаких событий нет. Здесь есть граница, которая нам не надо, конечно. Мы против границ. Ну что сделаешь? Пока есть. Может, временно. Вот, сейчас по дороге заеду. Заберу с ремонта коробку передач. Какая красивая радуга. Жалко, iPad не повернешь на ходу еще показать. Следующим населенным пунктом красивым будут Липнишки. Там очень красивый старинный костел. Ну вот, впереди перекресток. Налево Вильнюс, направо Лида. Слева на Ворочке заправка. Мы там заправлялись, когда сюда ехали. Я вот подумал, наверное, чего-то Ивека на Вольву обиделась и ударила ей капотом по зубах. За что Ивека не любит Вольву, не знаю. Вот будем сейчас пересекать главную дорогу. Вот еще один перекресток. Геронён и Лида. На Геронёны пускают легковые машины. Грузовики не пускают. Конкретно подпрыгнула Вольва. Справа Вольва. Да. Что 11. 11. Обратите внимание вот на эту красоту. Костел постройки 1907 года из тесаного камня. Российский царь Николай II прекратил давление на костел, и из-за границы потекли средства, чтобы возвратить паритет католичества. Вот создали такой красивый храм. Ходит легенда, что насыпали ровную с костелом кучу земли, чтобы эти камни таскать. Камни очень тяжелые, очень большие. Ну, трудно сказать, правда ли это.
Ну так говорят. В советские времена он был закрыт. И в начале 90-х опять заработал. Мне сейчас надо заехать сюда налево 1,5 километра к одному предпринимателю. Он ремонтирует мою коробку передач. Надо ее забрать. Ремонт коробки стал как 2 эти Вольвы, что я купил. Вот такая красивая капличка. Поедем сейчас к нему, будем Вольву эту даже загружать. Попробуем ей на раму положить коробку передач ZF. Я ее еще довез на этой Евеке уже в этом году. По-моему, я 2 числа ее вез. Поменяли 3 синхронизатора. Все, что можно поменять, поменяли. Так что вся была поломалась. Я раньше эксплуатировал автомобили Volvo и не знал, что такое ремонт коробок. Я брал Volvo с пробегом около 1 миллиона и наездил по 1 миллиону и продал. Сцепление менял. Вот что коробку что делать, я понятия не имел. А ZF это такое говно, не коробка. Здесь впервые коробку ремонтирую. Говорят, что здесь самое дешево. Но вот насчет качества увидим. Запчасти по коробке стали как 1,5 Вольва эти. Тут сейчас будет скоро территория. Шляпа сельхозтехника. Ивьевская. Хотя населенный пункт Ипнишки. Что там? На месте раскрутим, что правда. Зад может быть на месте. Работяги. Теперь будем грузиться. Более так назад не ехать, красивый будет. Ну вот моя коробка передач. А вот так будет происходить погрузка. А такая штука еще сталинская. Такими штуками ремонтировали тракторы ДТ-54. Вот. И другие тракторы. Это был главный подъемный механизм на целине. И вот видите, будем знать. Здесь такой вот сервис. Люди здесь вот все вот ремонтируют. Делают машины. Хорошо, говорят, делают. Вот какие крутые машинки они тут делают.
Вот. Чем у кого поломалось, могут все поремонтировать. Ну вот я дал назад, подогнал я вольвочку, не было кому снять это дело. Хлопцы уложат, сейчас увяжут. Оказывается, надо еще мне пропочку, резьбу прогнать. Что сделаем? Старые люди работают, только не молодежь в это дело не идет. Молодежи интересно компьютер. Да, Славик, на пробку не забудь. Нам надо 30 больше. Это вот хозяин слева этого сервиса. Ну вот мои запчасти старые. Их можно еще продать евро за 150. Вот мы шли развязывая коробку, Славик. И поедем мы домой. Будет первая грузоперевозка на этой машине. Оказывается, я каши ел сегодня мало. Я вообще ничего не ел сегодня. И колесо затянул очень плохо. Сейчас я буду перетягивать это колесо, покуда мы не убили этот диск со ступицей. Ну вот, загрузились, поедем домой. Где-то примерно километров 65-70 до дома. Вот обратите внимание на этот домик. Такие вот у нас красивые домики. Государство дарит колхозникам. Ну, за небольшие деньги. Ну, надо работать, конечно, в колхозе всю жизнь. А вот такие серенькие домики раньше давали, в советские времена. Ну, а что-то наши колхозы тоже сегодня подустали, трудно здесь что-то. Так как там не работаю, так не знаю, какие там проблемы. Ну вот, как говорится, Москва, Воронеж не догонишь. Поехал я домой. Ну вот еще раз полюбуемся видами красивого села, старинного местечка Липнишки. И поедем домой. Здесь знак стоп. А я груженый. Конечно, хруст смешной. Вот такой у нас сельский быт. Деревеньки у нас чистые. Здесь в подавляющем большинстве проживают этнические татары. Впереди будет населенные пункты, где там есть татарская мечеть, но вот каких-нибудь конфликтов или каких-нибудь споров с татарским населением никогда не было. На территории Белоруссии, Великого княжества Литовского, по истории не помню такого, чтобы даже когда-нибудь поругались. Татары очень трудолюбивые, чистые, порядочные люди. Поедем, ребят. Коробку не потеряли, почти не потеряли. Наделали этих лежачих полицейских.
Вот там вдалеке возвышается минарет Ивлевской мечети. Вот впереди перекресток. Направо Новогрудок, Гродно. Налево Ивия. Впереди заправка. И с правой стороны заправки такая полоса торможения. Это очень нехорошая полоса торможения для водителей международных перевозок. На этой полосе практически каждый день, вот сегодня их почему-то нет, дежурят ашмянские транспортники и снимают шкур с водителей иностранных государств. Что они тут цепляются, что-то им тут надо к этим водителям. Как бы так белорусов-то особо не трогают. Но вот водители обижают. Наверное, эта полоса специально для них и сделана. Вот с правой стороны, где знак заправка, вот здесь стоят транспортники, или они стоят с левой стороны, а с правой становят 2, 3, а то и 4 фуры и пьют кровь. Ну вот, Ивлевская объездная закончилась, налево Ивлев, направо Ашмяны, Сморгонь. Здесь можно выехать на Полоцк направо. Ну, в Купе можно здесь выехать. Вот указатель расстояний. Какая вот у нас зима интересная. Сегодня 21 января 2020 года. Можно корову выгонять в поле пасить. Так в деревнях уже и людей, и коров. Скоро и людей нет. Последних. Ну вот впереди населенный пункт Юратишки. И здесь я уйду с человеческой трассы на глухую дорожку. Поеду к себе домой. Старый языческий лес, где живут дети Перуна. Юратишки. Старое татарское местечко. Вот их кладбище с двух сторон. Уже сегодня здесь работы почти нет. Люди куда-то уехали. Деревни выбирают. И поселки, и деревни. Вот здесь я пойду направо. Еще можно здесь попасть на Минск и в Бакшты. Бакшты это переводится с литовского языка как крепость. У нас здесь большинство населенных пунктов имеет литовское название. Ну вот я выезжаю с старого языческого леса и попадаю в татарское предместье Вишнева. Как бы стоит знак Вишнева, но здесь сеть деревень Янишки. Направо и налево, и правее. Здесь когда-то проживали татары. В самом Вишнево проживали евреи. Шимон Перес, президент Израиля, народился в Вишнево.
Вишнево было сожжено в Первую мировую войну, это отступавшей русской армией. А те дома, что успели построить евреи, были сожжены немцами вместе с евреями во время Второй мировой войны. Вот с правой стороны находится самый известный на территории Беларуси старый металлургический завод, где были доменные печи. Здесь сейчас колхозный гараж. Вот с правой стороны он вот находится, вот с правой стороны. Здесь лет 300 назад начали плавить руду. И даже в Петербурге, может, третья часть чугунных, вот здесь было дом на самой реке. Даже в Петербурге, может, третья часть чугунных украшений были изготовлены здесь. Ну, обанкротился в конце 19 века. Когда-то в этом колхозе до армии, после армии, я работал водителем, я получал после армии новый КАЗ-4540 с самосвальным прицепом. Поработал 9 месяцев и уволился. Здесь памятник нашим людям, которые были угнаны советской властью на войну. Сказали, что нас освободили в 1939 году, а потом сказали, что освободили в 1944 и погнали нас на войну. Но немцы нас не гнали вот на войну, а русские погнали. Моего деда-брата в штрафной батальон. Вот к моему дому осталось 3 километра. Вообще-то Вишнево — это название неправильное. Оно всегда называлось Вишневым. Ну вот, то ли после Первой мировой войны его поляки вот по-своему назвали, то раньше. А впереди будет моя деревенька. И она имеет название Запурье. Название происходит от реки Урва. И деревня называлась Запурве на протяжении 500 или более лет. Но реку Урва превратили в канаву водосточную от молочно-товарной фермы. Знак дорожный убрали. А чтобы сделать более белорусской Беларусь, литовское название заменили непонятно. Некрасиво это что-то делается у нас. Ну так вот делается. Иногда наша белорусизация просто зашкаливает. Вот были мы когда-то за Урвой, а сейчас мы за фермой. Ферма единственное, что здесь осталось, где могут устроиться люди на работу. Больше ничего здесь нет. Вот сейчас моя Вольвочка приедет в свою конюшню новую, где она будет работать и украшать мой двор. Я ее отремонтирую, покрашу. Она у меня будет как новая. Мое Запурье, какую советская власть переименовала. Вот ферма, которую никак не может попасть самолет. Мы вообще хотели, чтобы первый упал самолет, памятник вы поставили. Ну не падает этот самолет, куда-то так падает. Наша деревенька, впереди школа, которая уже 14 лет как закрыта.
когда я пошел в первый класс, учились в 3 смены. Ну, у меня хотя бы есть плохой, но асфальт такой. Сразу положили асфальт, потом я себе построил там дом. Вот мой лес, собственно, сам садил. Вот мой справа двор. Мои рефы стоят, мой кран стоит поднятый. Моя аллея, слева закрытая школа. Мой трехэтажный офис, который неизвестно, заработает ли когда. Вроде обидно, если не слушаюсь, ага. Вообще рульщиком голова. Да, ну бог с ним. Ну вот, моя Вольвочка дома. Вот, мы заехали. Все у нас хорошо. Будем ее ремонтировать. Желание приобрести себе этот автомобиль у меня возникло не на пустом месте. Первую Volvo F12 я себе купил в 2001 году. Она в моих руках прошла более 1 миллиона километров. А вообще у меня было 3 F12 глоботоротора. Одна из них трехосная. Volvo FL10 и Volvo FH12. Последний автомобиль я продал в 2011 году. И увидел такую низкую цену на аукционе. Я думаю, попробую. А как раз вот под Новый год другие покупатели, видно, переводку, и мне она досталась. Автомобиль, пригнанный в Швеции, 1,5 года работал в Белоруссии. И предприятие обанкротилось. Ну, конечно, вид старый, такой заношенный. Ничего страшного. Отремонтируем, открасим. Так что, до новых встреч, уважаемые товарищи.